тюркоязычных. Даже ираноязычные таджики хорошо понимают узбекский язык. Значительная часть из так называемых этнических мусульман на постсоветском пространстве приняла православие и является паствой Русской Православной Церкви. Для миссии церкви и государства российского нужны такие идеологии и геостратегия, которые учитывают тюркский фактор, при этом не противоречат идеологии Москва, Третий Рим и не нарушают добрососедские отношения с исламским миром, ведь значительная часть русского мира представлена мусульманами. Идеология и геостратегия должны искусно сочетать православный патриотизм, православный панславизм и православный византизм. Они должны быть на основе общей славянско-тюркской истории, имеющей общих героев, общее государство, общую элиту, общее прошлое, общую память. И такие идеологии и геостратегии есть. Для церкви это проповедь Христа в соответствии с концепцией миссионерской деятельности Русской Православной Церкви, в которой изложены основные апостольские принципы православной миссии. Важнейшим из них являются принципы церковной рецепции культур и использования разных языков. Для интеграции в лоне Русской Православной Церкви русскоязычных и тюркоязычных граждан восточной культуры должны быть использованы минимум две традиции – обычная русская и более восточная тюркская, татарская. Для государства российского ответ напрашивается сам собой. Государству для успешного решения задач интеграции на постсоветском пространстве наряду с православным византизмом нужна идеология православного ордынства, концепции Москва, Третий Рим и Москва, Третий Сарай не противоречат друг другу, а сочетаются это две части одной концепции Москва, Третий Рим и Сарай Исы Аль-Масиха, то есть дворец Иисуса Христа. Все положительное наследие средневековых татар, включая свободу вероисповедания при особой роли православия, Россия должна объявить своим. На наш взгляд, также полезно на государственном и церковном уровне переименовать всех тюрок, ориентированных на русский мир и являющихся его частью, в татары. Начать можно с того, чтобы тюркскую группу алтайской языковой семьи